Создать рабочую группу по выбору и строительству площадки под новый объект обращения с отходами на юге Коми. Войдут в нее экологи, общественники, представители профильных министерств и районных администраций. Такое предложение сегодня высказали эксперты на круглом столе в Общественной палате региона. Там обсуждали реализацию территориальной схемы обращения с отходами в Коми. Виктория Палкина продолжит. На площадке Общественной палаты региона собралась представительная компания экспертов по обсуждению выбора потенциальной площадки для современного объекта обработки отходов для южных районов республики. Здесь ученые, экологи, общественники, представители Минприроды региона, надзорные структуры, муниципальные власти. Вызывает искреннее удивление у нас то, что такие нужные объекты сейчас подвергаются сомнению, что они вообще нужны. Да, и мы так долго застряли на этапе выбора участка. Поэтому я считаю, что вот вопрос необходимости этих объектов, он вообще не должен стоять, потому что и современная нормативно-правовая база, да весь мировой опыт говорит о том, что мы без современных комплексов по обработке отходов и комплексов по размещению отходов мы обойтись просто не сможем. Так, профильное ведомство окончательно остановилось на 4 площадках. 3 в Сыктывдине и 1 в Карткиросе. Как раз в Старожевске почти готов объект для размещения отходов, но возникли сложности с проектом. Сейчас власти решают эти вопросы. Их коллеги из Сыктывдинского района призвали исключить из реестра площадку в Соколовке и Зеленце. А вот площадку дальняя в направлении Мандыча назвали самой удачной. Остается один участок, который обсуждался давно, еще до 2010 года. Он есть в наших генеральных планах тех лет до 2010 года. И поэтому его стоит обсуждать. От него далеко до населенных пунктов, в том числе до Мандыча, целых 22 километра. Далеко до водных объектов. Но он достаточно, будем говорить так, логистически неплохо расположен. Пока чиновники ищут логистические плюсы, общественники настаивают на скорейшем выборе площадки. Ведь возможности полигона в Дырности, по оценкам экспертов, хватит лет на 5. Но уже сегодня он привлекает особое внимание контролирующих органов. Этот полигон у нас действующий, он обслуживает 7 муниципальных образований, обслуживает в настоящий момент успешно. Полигон является официальным и внесен в перечень в государственный реестр объектов размещения отходов. Но в последнее время, в том числе с учетом ужесточения норм, правил и требований, связанных в том числе и с безопасностью полетов, вопрос над этим полигоном уже становится вполне себе насущным. Давно идут споры и давно идут дискуссии по поводу необходимости его закрытия, по поводу его переполнения. Теперь от Минприроды Коми ждут новое место под современный объект обращения с ТКО, выбранное с учетом мнения экспертов и жителей республики. Дальше будет сложный этап изыскания и проектирования. И здесь в Минприроды региона обещают максимальную прозрачность и информационную открытость всех экологических экспертиз. Виктория Палкина, Алексей Паршуков, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.